Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня на канале Life у меня такое домашнее видео. Давно мы не делали видео о жизни, а только все карты, карты, карты. И вот сегодня я хотела вам рассказать про свою недавнюю покупку. Вообще, я живу в Германии, и в Европе есть такая традиция, да. Как вы знаете, среди, католиков, так, христианство, да, делится на православных и католиков. Среди католиков, значит, все празднуют Рождество 25 декабря. И вот в момент с 1 декабря по 24 декабря есть такая традиция дарить адвент-календари. Что такое адвент-календарь? Это 24 подарка, которые человек открывает день за днем, с 1 по 24 декабря. Ежедневно открывают по одному подарку, сюрпризу. Да? И никогда не знаешь, что в этом сюрпризе лежит. Люди заворачивают эти подарки. Маленькие сверточки, мешочки, коробочки и так далее. И вот фирмы косметические, парфюмерные, там различные, да, даже фирмы, которые делают камни, там коллекцию камней пакуют, вот делают такие адвент-календари. И когда Рождество уже проходит, наступает Новый год, сколько-то времени проходит после Нового года, эти адвент-календари, они, по сути, уже особо никому не нужны. Их покупают все меньше и меньше, и практически потом перестают покупать. И на них идут хорошие скидки, вот реально хорошие скидки. И вот этот календарь я купила за 29,90 евро. Вот. И, соответственно, это Ив Роше. Тут у нас, значит, давайте я открою, там 24 продукта Ив Роше в одном наборе, да, в одном наборе. Это мини-версии продуктов, которые вы, значит, приобретаете. И получается, что это очень-очень выгодно, потому что плюсом, когда вы заказываете на сайте Ив Роше такой вот адвент-календарь, к нему идет еще подарок. То есть мало того, что там огромная скидка, еще подарок, да. Вот мне дали в подарок вот такие духи, 30 миллилитров. Это очень-очень хорошие духи. У них, знаете, такой ванильный аромат. Вот. Тут вот об этом сказано. Видите, очень хорошо так все расписано. Но они, знаете, у них не просто ванильный, у них очень приятный такой аромат. Вот. Легкий довольно недушный аромат. Вот как у ванили просто было бы, да, такой чуть-чуть более приторный, а эти нет, они более свежие такие. Ну, в общем, духи мне подошли, кстати. Вполне себе такие приличные, нормальные, и аромат мне подходит. Но может так быть, что вам совершенно не понравится аромат, который вам придет в подарок, да, или там любой другой подарок. То есть там может быть аромат в подарок или еще какие-то, да, варианты. И тут уже, как говорится, как удача, да, может быть что угодно. Но сами эти духи и стоят как раз этих денег, все 30 миллилитров как раз в эту цену, может быть, они стоят и дороже. Поэтому выгода просто колоссальная на самом деле. Вот. А нам не важно, да, какой праздник. Мы получаем огромный, значит, набор всяких продуктов Ив Роше со скидкой. Вот в этом здесь весь юмор, да, и вся выгода. Давайте рассмотрим этот адвент-календарь. Здесь у нас 24 коробочки, и на каждой коробочке подписано, что лежит внутри. Видите, что лежит внутри. Значит, открываем эту первую коробочку, да. Давайте рассмотрим наши 24 продукта. И тут у нас маска с ромашкой от Ив Роше. Объем 30 миллилитров. Я считаю, это вполне себе хороший объем маски. И не маленький, да, не маленький. 30 миллилитров, я считаю, это вообще очень хороший объем. Так, теперь смотрим вторую коробочку, где у нас циферка 2. Вот она. Давайте посмотрим, что во второй коробочке. Мне еще нравится, что коробочки идут каждая с золотым тиснением таким. То есть это очень качественно сделано, вообще потрясающе. Так, вторая коробочка у нас, значит, молочко, да,
значит, с миндальным молочком, крем для рук, видите, крем для рук. Вот, значит, вот такой крем для рук. И тут тоже все, видите, так золотом украшено. То есть такой прям красивый. Интересно, как он пахнет. Давайте посмотрим, понюхаем, да? Ну, в принципе, знаете, такой у него очень легкий запах. Он такой нейтральный, абсолютно нейтральный. Если, допустим, ромашка, я думаю, что пахнет чуть-чуть, наверное, да, посильнее. Ну-ка, давайте понюхаем ромашку. Прям интересно стало, как она пахнет. Потому что вот этот вот такой вот, по-моему, миндальный, да, он такой легкий, совсем легкий. Сейчас я переведу, что значит almonds. О, такая маска, видите? Такая она прям... Да, очень приятный запах, кстати. Вот этот прям очень приятный. Так. Дальше у нас. Идем дальше. Что у нас тут третье? А, вот, тут крупная коробочка, третья, смотрите. Давайте распечатаем, что внутри. Это, знаете, такое видео для девочек, да? Обсудить адвент-календарь, еще и со скидкой с такой невероятной. И вот как вот, типа, за очень дешевую цену купить целую гору себе продуктов от Yves Rocher и не пожалеть об этом, да, то есть и все попробовать получается, но почему нет? Тут можно все попробовать и быть очень таким радостным человеком. Тут у нас, значит, что-то у нас ультрабогатый душ, да. Получается, чтобы ваша экстра сухая кожа была довольна, тут, значит, Wonderful She, получается, с маслом She, да. Вот, ну, такой, вот что, как типа крем для души или что? Shower after use, да? Это бальзам, да, получается, бальзам. Ну, вот интересно тоже. То есть это вот чтобы вот кожа не сохла, да, то есть для нашей кожи позаботились. Ну, хорошо, давайте дальше смотреть. Давайте смотреть дальше. Ну, такой интересный тоже. А, кстати, мы не понюхали с вами. Пахнет приятно или нет? Давайте попробуем. Как оно пахнет, как оно пахнет. Как оно... Вот такая текстура у него. Ой, вы знаете, тоже нейтральный такой запах. Такой легкий аромат. Совершенно легкий. Но, кстати, вот такой, правда, очень сильно такой, знаете, питательный. Я бы сказала, очень питательный. Да, слишком питательный. Ну, смотря для какой кожи. Вот если у вас сухая кожа, он вам очень подойдет, получается, да. А если жирная или средняя, да, то не знаю. Не знаю. Каждому свое, как говорится. Ну, если вам какое-то средство не понравится, можно же поделиться там с мамой, с сестрой, с подругой. Дальше. Четвертое средство. Вот я говорю, учитывая эти духи, это все пришло, получается, можно сказать, в подарок, правда? И, ну, можно и дарить, а почему нет? Так, что у нас здесь? Тут мицеллярка. Мицеллярка 2 в 1. Класс. То есть можно протирать, снимать макияж. Ой, хорошо пахнет. Мицеллярка прям хорошо пахнет, я вам скажу. Очень приятно пахнет мицеллярка. Вот, представляете, можно, значит, это все вытащить и заставить весь свой туалетный столик, да. Дальше. Ну, еще в ванне можно все заставить. Всю свою эту полочку. Так, пятый. Ой, какое красивое зелененькое, да, такое зелененькое. И что это у нас зелененькое? Это шампунь с бальзамом. Смотрите-ка. Здорово, да? Здорово. Ну-ка, как он пахнет. Ой, он приятно пахнет этот. Это, наверное, бальзам просто, да? Нет, это шампунь именно, да. Такой, знаете, такой у него, видите, такой перламутровый цвет. Я вся сейчас измажу, всеми средствами измажусь. Да, шампунчик, значит, шампунь с бальзамом для волос. Для волос. Ну, классный. 50 миллилитров, да? Ну, то есть это не какие-то маленькие объемы. Хорошо. Дальше смотрим. Кстати, заметили, вот средства не небольшого какого-то там мини-объема, а то 30, то 50. Смотрим, значит, следующее, что тут у нас такое. Ой,
А что это? Помада, да? Помада? Давайте открывать эту помаду. Ой, красная. О, красная помада. Смотрите, какая красивая. Красная помада. Как тебе я рада, да? Как тебе я рада. Давайте попробуем. Ой, какой красивый цвет. Прям красный-красный, да? Такой красный-красный цвет. Шикарно, конечно, шикарно. Так, идем с вами дальше. Сейчас вот мне, получается, надо какую-то штуку, чтобы стереть свою помаду. А у меня есть ватные диски, я сейчас сотру ее. Кстати, она стерлась. Но это значит не водостойкая такая помада, да? Это 6-я у нас была помада, да, ведь? Так, 7-я. Кстати, помады заметили нормального тоже размера, да, такого среднего размера. 7-я. Вот, 7-я коробочка. Давайте доставать. Тут тоже что-то с миндалем. Что у нас с миндалем тут? Ой, это у нас ванна и душ гель, да? То есть это мыться мы будем, с миндалем мыться. Давайте понюхаем. Ну, пахнет, знаете, такой средний запах. Вот он не сильный, не слабый. Такой приятный, в принципе, запах. Приятный. Вот. Но он не сладкий, не приторный. Такой, знаете, более уже свежий. Ну, нет, опять же, не свежий. Может, чуть-чуть даже горьковатый. Ну, в принципе, приятный запах. Синенький такой, да, гель для душа, такой фиолетовенький. Ну, он синий-фиолетовый какой-то. Так, смотрим дальше. Что у нас тут есть? 8-ка. Вот 8-ка. 8-ка. Ой. Так, это у нас что? Ага, это гель для умывания, ультрафреш. Видите, ультрасвежесть, да? Это умывать личико наше с вами. Ну, хорошо, давайте понюхаем и его посмотрим, как он пахнет, какая у него структура. Ой, он, знаете, он пахнет реально чистотой. Знаете, как будто календула или что-то такой запах. Какой-то травяной запах у него, значит. Травкой пахнет. Хорошо, трава, значит, какое-то растение, да, здесь у нас растеница. Дальше, а как ты 8-ка? Вот так, да? Так, 9-ка. Где ты, 9-ка? Вот она, 9-ка. Давайте раскрывать план. О! Это лак для ногтей, представляете? Лак для ногтей. А, он не открывается. Так, открыла лак для ногтей. Да, вот такой вот, видите, лак. Такой блестящий, прям сверкающий, красивый. Наверное, рождественский, да? Ну, красивый, правда, такой нейтральный. Он, в принципе, если на ногти ты нанесешь, он ведь будет такой полупрозрачный. Совершенно. И блески есть, но он и не бросается так в глаза, да? Что, хороший лак для ногтей. Можно им мазать ногти. Когда вот если у кого-то есть вот желание, да, самому себе красить ногти, вот можно развлекаться. Так, 10-я. 10-я. Так, а тут у нас что-то с мятой. Так, это у нас, ой, это от черных точек 3 в 1 умывалка, скраб. И от черных точек, да. Представляете? Это можно молодым давать, молодым. Так, смотрим структуру. Ой, правда, скрабик. Запах, ну, такой тоже травяной какой-то запах. Да, какой-то вот растительный аромат. Не сладкий, нет, именно растительный. Как бы вот пахло там ромашка с календулой какая-нибудь. Дезинфицирующий запах. Ну, кстати, без мяты. Может, мне показалось слово мята, да, может, это не мята. Я так не очень хорошо умею переводить химические эти всякие штуки. Так, 11-й. 11-й флакон. Ой, какая маленькая штучка. Вы посмотрите, какая мини-мини, да? Мини. Так, что у нас тут? А, это крем ночной, да? Крем? Крем какой-то восстанавливающий, наверное, ночной крем. Угу. Кстати, для любых типов кожи, да?
уход, ночной уход. Так, ну давайте намажемся, значит. Ой, ой, и помажемся теперь. Ой, а что ты не вываливаешься оттуда? А, это как гель, да, какой-то, как гель, ночной гель. Он не хочет выходить. Я боюсь, знаете как? Я боюсь надавить на него, да, морально и физически. Да, все получилось. И потом после этого он у меня такой брызнет, ну и будет ужасно. Так, ну давайте, значит, мажем. И нюх. Ой, очень вкусно пахнет он. Он пахнет, знаете, чем? Свежестью и водой. Я не знаю, как это объяснить. Свежесть и вода, да. Кто знает про это средство, напишите, что это. Хорошо. Ну, как уход какой-то получается, да. Так, 12 у нас, да, следующий. 12, вот. Что же у нас тут-то? Здесь. Что здесь? Так, это кто у нас? Ботаникал бальзам. Значит, это для волос, для сухих каких-то волос, поврежденных, дэмидж поврежденных, да. Вот такой вот бальзам для волос. Интересно, у меня на руке есть волосы. Так, мы сейчас все впитаем в руку и будем радостно ходить. Ну, запах нейтральный. Ну, практически отсутствует. Ну, такой, знаете, такой легкий аромат совершенно. Ну, кстати, хорошая, когда косметика, да, французская, вот она не обладает какой-то вот такой удушающим запахом. Она обладает нейтральными ароматами, чтобы вам не было плохо, когда вы ей пользуетесь. Дальше, 13-й. 13-й. Кто ты там, 13-й? Тоже маленький кремчик, 7 мл, значит. Тут у нас дневной кремчик какой-то, антиполюшн care. Ой, антиполюшн полетел. Так, давайте смотреть. Ой, тут такой беленький, да, беленький. Ну-ка, сейчас мы вторую руку будем ухаживать за бедными моими руками. Они должны испытать все, да, они должны все испытать. Ну, в принципе, ну да, он также пахнет. Такой средний какой-то, вот, да, эликсир, ботаник, ну, вот средний какой-то аромат. Ну, маленький, значит, дорогой, сами понимаете, да? Чем меньше крем, тем дороже он стоит. 14-й. Вот, большая коробища. Что же там такое тяжелое? Давайте смотреть. Что там тяжелое? Ой, там, наверное, гель для душа. Смотрите, тоже такой золотой. Это этикетка такая. Ага, сочные ягоды написано. Ванна и душ-гель. Мыться будем, да? Давайте понюхаем. Ну, приятно, конечно, пахнет, правда, ягодами, да? Да, ну, пахнет хорошо, правда. Очень приятный запах. Сладкий, правда, сладкий. Хорошо. Значит, мы теперь выучили, что если коробка огромная, значит, там гель для душа. Идем к 15 номеру. Неужели это снова гель для душа? Потому что очень большая коробка. Что там? Что-то голубое, зеленое, голубое, так, какое-то зеленовато-голубовато-мятное. Или какой цвет это, я не знаю. Так, что у нас тут написано? Ага, молочко миндаля, какой-то гель, гамаш, скраб. Скраб, все понятно, скраб. Ой, тут какие-то, смотрите, косточки, что ли, да? Черненькие. Что-то такое прям интересное попалось. Так. Запах, ну, такой же, как у любой миндальной, да, косметики вот этой. Такой средний какой-то запах, без особого вот выпада какого-то. Вот если мы там всякие, видите, нюхали ягодки, они пахнут сладенько, да. А вот этот с миндалем, он как будто вообще почти и не пахнет. Так, 16-й. Смотрим, 16-й. Открываем. Что у нас здесь? Ух ты, это же уксус. Уксус. Реально уксус. Это уксус. Так, и что с этим уксусом творить, делать? Так, Brilliance Shine, сверкающее что-то там для волос. И уксус, малиновый уксус. Ну, давайте понюхаем. Я даже боюсь трогать.
Пахнет реально малиной, вот чистой малиной. Да. Специфическое средство. Если кто-то пользовался малиновым уксусом для волос, обязательно напишите. Я буду потом знать, а для чего это вообще надо. Чтобы волосы сверкали реально. Так, дальше, значит, 17-е средство. 17-е, где ты? Я не вижу. Вот она. Так, давайте смотреть, что там внутри. Что внутри 17-го средства. Ой, это гигиеническая помада, да? Ну-ка посмотрим. Ой, правда. Такая прикольная. Ой, пахнет сладенько, хорошо. Ничем не выделяется. Ой, хорошо. Да, пахнет очень вкусно. Ягодами какими-то. Вот, значит, тут гигиеническая помадка, да? Будем использовать бальзам для губ, увлажняться зимой, если она придет к нам в Германию. Так, 18-е средство. 18-е, что там? Что там? Ой. Тоже гамаш. Скраб. Да, скраб. Открываем. Ай, а он не открывается, он не хочет открываться-то даже. Ну-ка. Нет, я не смогла открыть. Ну, потом, значит, открою, понюхаю. Если что, расскажу. Идем дальше. Ну, правда, не открывается. Он такой плотный, его надо мужу показывать. Муж, примени силу к моей косметике, к моим средствам по уходу. Я не могу. Так, 19-й. Что тут у нас 19-е такое есть? Что-то опять с миндальным, значит, молочком, я так понимаю, да? Или нет? Наверное. Так, тут для экстра сухой кожи боди-лосьон, да? Лосьон для тела. Ладно. Руки как раз-таки это тело. Давайте смотреть. Опять будем мазать мои руки. Они сегодня, видите, будут просто на высоте. Просто на высоте. Запах, ну вы знаете, такой приятный запах. Ну, как у всего, кстати, миндального, да? Как у всего миндального. Ну, хорошо пахнет, в принципе. В принципе, меня устраивает. Так, а объем какой? Объем, ну, 30, тоже 30 миллилитров. Неплохой объем. 20-й. Я на него давно смотрю. Он такой, так выделяется в середине, да, вот с 24-м. Что там у нас? Конечно, большая коробка, понятно, что там. Ага. А это у нас можно волосы мыть, и тело тоже можно мыть. Шампунь, шампуинг, душ. Короче, это и для волос, и для тела. Вот такая вот ситуация. Давайте посмотрим, что там внутри. О! Вот это очень вкусно пахнет, очень сладко и вкусно пахнет. Прям приятно-приятно. Боже, я хочу вот это сейчас. Пойду в этом всем замочусь, и будет очень вкусно. Так, Маной написано, да. Ну, вот правда, такой, знаете, реально тайский какой-то аромат. 21-й, где ты, 21-й? Вот он, 21-й. Что у нас тут? Что-то малюсенькое, 7 миллилитров, значит, крем. Легкий, light, светлый крем, что ли. Sensitive Skin. Чувствительная кожа, да. У нас руки сегодня, они, знаете, они очень не только чувствительные, они всякие. Они сухие, они, значит, вот, они всякие, понимаете? Они волосами должны быть покрыты и всем, чтобы на них испытывать абсолютно все. Ну, хорошее ощущение, запах нейтральный. Так, значит, 22-й рядом стоит. Что у нас здесь? Здесь у нас, значит, маска. У нас уже 2 маски. С жожоба. Так, хорошо, маска с жожоба подходит мне. Сейчас мы будем ее нюхать. Ну, вот такой запах
почти отсутствует. Тонкий, очень сильно тонкий мини-аромат маски. Но я думаю, что она очень хорошая, потому что у нее приятная структура. Она 35 миллилитров. То есть тут еще 5 миллилитров сверху добавлено. Идем к 23-му средству. Что у нас здесь за сюрприз? Ой, тут правда сюрприз. Смотрите, какой тут сюрприз. Тут духи. Духи 5 миллилитров. Маленькие духи. Духочки. Маленький парфюм. Так, что там? Значит, сюр-лаланде. Давайте открывать. Открывать. Чем ты пахнешь? Тут, видите, он такой вот, да. Ой, как он приятно пахнет. Ну, у него это сладкий запах, но он очень приятно пахнет. Ненавязчиво. Хорошо пахнет, да. Чуть-чуть есть горчинки, капелька совсем. Так, что о нем написано? Ну, вот о нем мало что тут написано. Ну, ага, тут написано минеральные, да, минеральные. Ну, интересный запах, конечно, очень хорошие духи. Мне понравились. Мне очень понравились. Я их раньше не видела у Ефраше. И 24-й, который все это время смотрел на нас. Я думаю, что там какой-нибудь гель. Ага, нет, там не гель для душа. Так, давайте глянем, что там у нас с вами. Тушь. Метаморфоз. Интенс метаморфозы. Значит, вот такая вот тушь, она удлиняет. И чего-то там еще с ресницами она все делает. Давайте откроем ее. Ну, такая нормальная тушь размером вроде бы, да? В принципе-то. 7,8 миллилитров. Так, открываем. Достаем. Как вам щеточка? Скажите мне, как она вам? Мне сразу скажу, средненькая щеточка, потому что недавно приобрела набор от Maybelline. Тоже такой адвент, но он не адвент, он не 24 средства, а всего 4. Там, значит, тушь, карандаш для глаз, тату-линер для глаз и 3 карандаша для бровей. И щипчики для бровей. В общем, очень такой хороший набор за 10 евро, тоже на распродаже. Вот. И там такая, знаете, щеточка, она такая загнутая. Она очень хорошая щеточка. А здесь, ну, она прямая, да. Ну, вот кому как нравится. Я люблю загнутые щеточки для туши. Ну, в принципе, тушь неплохая, наверное, все-таки от Ефраше тушь должна быть неплохая. Тем более, что сделано все во Франции. Я думаю, что все тут отлично в этом плане. Пишите мнение, как вам набор за такую-то цену, практически задарма. Купили ли вы бы такой себе? Вот, понравилось ли вам видео? И всем пока, до новых встреч!